на канвас и дальше там пытается разбиваться. Но, тем не менее, кстати, достаточно неплохо, я считаю, защищается Кирилл. Всего 5 минут, уже меньше остается в этом противостоянии. Кто восстановился лучше за отведенную минуту? Набрасывает удары Кирилл. Точных практически нет. Опять открывается кровотечение в том же поврежденном месте, в районе правой брови. Ух, сейчас на коротке попадает очень неплохо Нуруллов. Но это очень опасная игра вот в эти кошки-мышки в стойке. Правой прямой готовит Кирилл. Да, там серьезное рассечение, и уже все лицо у Крюкова в крови. Ну и не только лицо, там еще и на корпусе хватает. Да, и вот подсказывают нам наши редакторы, что головой было столкновение. Идет борьба. Очень высоко отрабатывает Нурулло Алиев. Еще одна попытка, спускается ниже. По две широкая защита, как всегда. Сколько же сил у Нурулло. Небольшая пауза. Потому что вот в предыдущих раундах сразу же следовала попытка перевода. Здесь нет, нужно было собраться немного силами, но попытка удается. Важнейший для себя тейкдаун проводит Нурулло Алиев. И Кириллу опять необходимо защищаться. Ну, видно, да, что взгляд уже такой мутноватый у Кирилла, потому что очень много сил он потратил. У Крюкова был отличный шанс в первом раунде. И сейчас позиция, при которой можно угрожать треугольником. Кто знает, может быть, Крюков найдет возможность для этого. Ну а что касается темпа и вообще функциональных способностей Нурулло Алиева, тут и добавить-то нечего. Все на уровне. Эпизодически эта встреча мне напоминает бой между Хабибом и Эдсоном Барбозой. Там, конечно, была немного другая борьба. Очень часто брал замок под две ноги. Хабиб Нурмагомедов. Я, кстати, вот удивлен, что Нурулло этим не пользуется. Я прямо ждал от него вот этого. Значит, его полностью устраивает то, что происходит. Да, может быть, сам Алиев хотел бы, чтобы эта встреча была более зрелищной. Кирилл Крюков совершенно точно хотел более уверенно выглядеть в стойке. Но в целом борьба-то достаточно насыщенная, то есть нет такого вот классического залеживания, да? То есть очень много активных действий. Я соглашусь, что, наверное, все-таки Крюков